Да, это очень такая щекотливая тема, и напрямую, конечно же, она касается миллионов наших сограждан о рынках сейчас, о торговле, где ежедневно вращаются огромные деньги, естественно, но не всегда это все делается по прозрачным правилам. И вот в правительстве озадачены этим вопросом, премьер-министр поручил навести порядок в этой сфере, проверить все, да, а получится или нет. А, знаете, не первое это поручение уже, это надо учитывать. И вообще, в целом, сколько в тени у нас на рынках, на базарах на наших, сколько денег в тени? Стоит ли браться так активно? Не спровоцирует ли это какой-то всплеск недовольства среди населения? Давайте все это обсуждать. У нас эксперты сегодня здесь в студии подключаются. 20 минут у нас только, я напоминаю, можете писать, можете позвонить и высказаться тоже. Эльбеги Абдиев в студии, член отраслевого совета торговли и услуги Палаты предпринимателей города Астаны. Я вас приветствую, здравствуйте. Ермек Абильдин, президент Казахстанской ассоциации предпринимателей и сервисных услуг, подключается по видеосвязи. Господин Абильдин, вы здесь? Да, хорошо. Слышно нас? Все хорошо? Если можно, коллеги, получается у нас вот, ну, с самой высокой трибуны, премьер уже сказал, да, что там происходит, министру торговли сказал, давай-ка наводи порядок, уважаемый. Вот. Фактически мы сейчас речь ведем о том, что у нас будет целая отрасль, да, собственно, целый сегмент экономики перезагружаться. Ну, опять же, это и цены, это и занятость, и доходы государства. Тут надо, я думаю, очень тонко действовать. Пожалуйста. Да, на самом деле добросовестный бизнес, на мой взгляд, положительно оценивает эту инициативу, потому что, во-первых, будет честная конкуренция, в том смысле, что на сегодняшний день именно на базарах и в магазинах у дома, именно в каналах традиционной розницы, который занимает свыше 60% у нас в торговле в Казахстане, процветает, ну, скажем так, не совсем регулируемая торговля. Да, то есть налоги серая зона. Да, серая зона, налоги не платятся, чеки не выдаются, соблюдение требований СС. Там большие вопросы. Это вопросы не только невыплаты денег и отсутствия каких-либо гарантий для потребителей, но и вопрос вообще безопасности потребителя, потому что, покупая такой товар на базаре, какие гарантии дает продавец за прилавком. И плюс вот мы же все видим, да, ходим на базар, покупаем мясо. В большинстве случаев мясо просто лежит на прилавке. Это как пример. А на самом деле по требованиям СЭС мясо должно храниться в холодильнике, и витрина должна помещена в холодильное оборудование. Но, как мы видим, повсеместно это требование не соблюдается. Таких примеров можно приводить массу. И, соответственно, плюс надо понимать, что мы видели, я в том числе мы проводили аналитику по торговым сетям и рынкам, базарам. Там те города, где не было торговых сетей, но торговые сети заходили, условно, тот же самый Смол, ну и другие торговые сети, которые у всех на слуху, цены падали не только, цены на базарах снижались от 5 до 15%, потому что торговые сети на сегодняшний день, они не конкурируют между собой, они в первую очередь конкурируют как раз-таки с такими каналами традиционной розницы, как мы это называем, это и базары, магазины у дома, которые там, чеки не выдают и прочее. Плюс вопрос контрафакта, он очень остро стоит. Почему? Потому что очень много контрафакта идет из России, из Киргизии, из Китая. И это бьет в первую очередь по нашим отечественным товаропроизводителям. Продукты питания. Да, продукты питания, особенно это молочные. Мы очень это остро ощущаем на севере Казахстана, в северных областях, приграничных областях. Потому что когда когда бизнес не платит налоги, и, соответственно, у них товары на 30% до 50% дешевле, и вопрос качества там стоит очень остро. С такими каналами сбыта очень сложно конкурировать именно нашим отечественным производителям и нашим отечественным торговым объектам, потому что у них не проконкурентные преимущества, и, следовательно, страдает бюджет, страдает развитие отечественного производства, и естественно... Слушайте, ну вы сейчас обозначили столько проблем, и в общем-то так или иначе... О посредниках-то говорил премьер, понимаете? Он сфокусировался именно на этом, что там какие-то организованные группы, он ОПГ не сказал, он сказал организованные. Кстати, давайте послушаем, да, лучше буквально дословно, что он произнес. Пожалуйста, поставьте этот фрагмент, а потом мы продолжим.
әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауар. Необходимо продолжить регулярный мониторинг и принятие мер по сдерживанию неоправданного роста цен, в особенности на социально значимые продовольственные товары. Также Министерству торговли совместно с регионами следует выявлять непродуктивных посредников. Не секрет, что на рынках незаконно действуют так называемые организованные группы. На пустом месте накручивается стоимость овощей, фруктов, мяса и других продуктов. Это и есть непродуктивные посредники. Вот, да, вот у меня сложилось впечатление, сейчас мы разберемся вот с ними, да, и все, у нас цены вот так вот вниз покатятся, у нас инфляция опять, значит, чуть-чуть замедлилась, там 11%, много, но замедлилась в марте, да, а еще меньше будет теперь, да? Ну, я очень надеюсь, что эти действия, эти меры принесут, повлекут за собой какие-то положительный результат для торговли в Казахстане, но, как вам сказать, у нас был относительно недавно кейс с мясом, когда рост цен на мясо был очень серьезный. Мы это чувствовали и в прошлом году, и в начале этого года. И вот в прошлом году как раз-таки вопрос мяса стоял остро именно на рынках, потому что, по нашим оценкам, порядка 98,5% оборота мяса приходится именно на рынке, на традиционный канал избыта, не через супермаркеты, потому что, ну, давайте друг друга или вокруг людей спросим, как часто мы все покупаем мясо в супермаркете? Ну, практически никогда. Но, тем не менее, рост цен произошел, и в основном рост цен был вызван как раз-таки вот на рынках, на базарах, и насколько он был обоснованный, ну, никто не знает, потому что на корма рост цен особо не... Торговля разберется. И я очень надеюсь, что Минторговли с этим разберется, и на самом деле Минторговли пытается этот вопрос уже не первый год решить. Были инициативы со стороны Минторговли там ввести лицензирование рынков. Поговорим об этом. Да, у нас есть еще один, значит, спикер Ермек Абильдин, президент Казахстанской ассоциации предпринимателей сервисных услуг. Пожалуйста, ваша позиция. Мы тут затронули уже широкий спектр проблем, не только то, что сказал премьер. Как вы считаете, удастся навести порядок, удастся цены стабилизировать, убрать непродуктивных посредников? Их вообще много, нет, на ваш взгляд? Вечер добрый. Конечно, такими превентивными мерами, конечно, это невозможно сделать. Почему? Потому что, во-первых, согласно, наша экономика, это рыночная экономика, где диктуют, в первую очередь, это непосредственно рынок, то есть условия. Такими административными мерами, которые сейчас применяются со стороны государства, было 19 социально значимых товаров наименований. Сейчас оно стало 31. То есть это к добру не приведет. Многие субъекты малого бизнеса сейчас, магазинного дома, которые все требования, санитарные там нормы, другие требования законодательства, они соблюдают. То есть они уже, многие уже закрываются. Почему? Потому что и там в основном хотел бы отметить то, что сосредоточен семейный бизнес, то есть которые вот обеспечивают свою семью, там, детей, работой, занятостью, заработной платой. Завтра, которые также пойдут в акиматы и будут стоять в очереди как безработные. Это к добру не приведет. Кроме этого, согласно Конституции, как действующей, как и новой Конституции, которая вступает в законную силу, мы объявили себя как социально ориентированным государством. То есть, соответственно, не таким образом должно быть сдерживание цен на социально значимые продукты, а должны создаваться социальные кошельки для тех лиц, которые непосредственно подпадают под эту группу. Чтобы, да, можно, господин Абильдин, да, вы как меры назвали, вот, если можно, сейчас вот о посредниках мы говорим, непродуктивные, некие группы на базарах, на рынках, вот о них речь. Вот что вы про это можете сказать? Таких посредников, честно говоря, по сравнению с начала 2000-ми, там, 90-ми годами, сейчас это не так уж много, честно говоря. На рынках сейчас у нас диктует закон конкуренции. С теми же самыми большими сетями, супермаркетами, это рынок может довести сам порядок, то есть внутри, если будет создана добросовестная конкуренция. Как правильно заметил предыдущий спикер, необходимо это, конечно, заслон поставить на границе касательно контрафактной продукции и так далее. То есть это обязанность государства, а не предпринимателя ни в коем случае в этом отношении. То есть это не от малого бизнеса зависит касательно.
Да, хорошо. Если можно, вот что нам пишут телезрители, спасибо большое, что вы на связи, мы в прямом эфире для вас работаем. Вот что нам, вот такие сообщения я вижу сейчас. Добрый вечер. Какова первопричина этой проблемы? Зачем бороться с последствиями вместо мер по решению первопричины? Что мешает ввести блокчейн в национальной платежной системе? Интересно. Что мешает создать продуктивных посредников в виде СПК? Также спрашивает телезритель. Здравствуйте, пока наши границы в порядок не приведут и не снизят налоги на продукты, ничего не поменяется. Это просто слова и ничего больше. Также пишет, значит, добрый вечер, от Америкин канал, посредников много, перекупщики в торговых домах продавайте в ТД, торговые дома, наверное, да, продавайте напрямую мясо в свой отдел, как продают, например, какие-то фирмы, вот, курятину, например. Ну, согласен, да, что вот, прямой поставщик, есть у нас примеры такие. Что скажете, прокомментируйте что-нибудь? По поводу методов решения данной проблемы. Да. Я вижу два стрима. Первый стрим — это когда вот то, что сказал премьер-министр, идти административными мерами бороться с непродуктивными посредниками, заставлять всех ставить контрольно-кассовые машины, ценники, соблюдать требования законодательства. Ну, это сложно, это ресурсозатратно, ну и много времени займет. Ну и мы видим на практике, насколько, ну, практика показывает, насколько это эффективно, да. Второй стрим, по моему мнению, это снижение регулирования торговой деятельности, потому что регулирование, как вот предыдущий коллега-спикер заметил, регулирование у нас очень жесткое. Перечень СЗПТ увеличили с 19 до 31 наименования. Это в торговых объектах в целом. Это повлекло, что 50% оборота — это социально значимые продовольственные товары. Наценка на социально значимый продовольственный товар, максимальная наценка 15%. Надо понимать, что у любого торгового объекта расходы на реализацию этих же СЗПТ занимает 20-22% минимум. То есть в этом случае государство приходит и тебе говорит, предпринимателю, что ты должен 50% своего оборота торговать в минус. Плюс, да, очень жесткие санкции за нарушение требований торговли. Отсутствие ценника — до 800 тысяч тенге штраф. Вот просто у тебя ценник отсутствует, либо там цена не соответствует тому, что ты, вот просто до 800 тысяч тенге штраф. Потом у тебя оказалась просроченная продукция, 6-7 миллионов тенге штраф. До 8 миллионов тенге, ну, 1600 МРП тенге. Ну, позвольте, это же пища, это же да, я понимаю, продукты, это да, я понимаю, безопасность, здоровье. Я вам скажу, вот для сравнения, да, 8 миллионов тенге — это, ну, бизнес платит. Но у нас в Казахстане, как пример, да, за убийство, возмещение морального ущерба варьируется от 4 до 6 миллионов тенге. А здесь за то, что у тебя случайно оказалась просроченная продукция, ты должен 8 миллионов тенге штрафа оплатить. Ну, где справедливость? Ну, вопрос большой в этом смысле. Плюс, да, тот же самый пресловутое регулирование цен, оно ведет к тому, что стоит условно магазин у дома и думает, а зачем мне туда идти в белую работать, если там куча штрафов? Вообще есть где-нибудь оценки? Я вот искал до этого, сколько вот по базарам, рынкам, по, значит, таким вот магазинам, сколько в тени? В тени 60%. 60%. Ну а по деньгам это сколько? По деньгам я вам сейчас не скажу, но 60, но для того, чтобы вы понимали. Ну, давайте создадим стимул для того, чтобы люди вышли. И так сейчас, вроде говорят, стимул, налоговые это вот как поступления раз растут. Снижение налогов. Угу. Мы сейчас инициируем снижение НДС на СЗПТ с 16 до 10%. Да? Плюс снижение регулирования. Это приведет, на мой взгляд, должно привести к тому, что люди будут из тени выходить в белую работать. Потому что любому бизнесмену легче работать в белую, чем в серую. Да, пожалуйста, вам слово. У нас 5 минут буквально остается. Ермек Абильдин, вам. Да, что думаете, какие меры здесь нужны? Во-первых, как разобраться с этими непродуктивными посредниками? Скажите мне, пожалуйста. Вот. Ну и, собственно, если вы критикуете меры правительства сейчас, административные рычаги, то предлагайте что-нибудь. Нет, со стороны государства сейчас многое делается, в том числе вот очень хорошая программа «Одно село, один продукт», непосредственно кроме этого, с поля непосредственно на прилавок,
в этом отношении. Ярмарки создаются по снижению цен касательно, да, то есть касательно на рынках в том числе участвуют сельхозтоваропроизводители. Но, к сожалению, оставляет желать лучшего касательно поддержки сельхозтоваропроизводителей. Вот предыдущий спикер озвучил касательно, как поднялась у нас цена на мясо. Что это подстегнуло? В позапрошлом году, например, в регионах поменялись руководители департаментов государственных доходов, они за что взялись? То есть в первую очередь не за градообразующие предприятия крупные, а за именно сельхозтоваропроизводителей, где ввели налог на мясо. То есть простой сельхозтоваропроизводитель, если он продал там несколько туш говядины, к примеру, то, соответственно, он обязан был оплатить налог на мясо там более 10% и выше. То есть за 3 года срок исковой давности. И такие письма счастья начали получать многие наши сельхозтоваропроизводители, что и подстегнуло в последующем увеличение стоимости мяса. Кроме этого, со стороны государства прекратилась выдача субсидий на поддержку агропромышленного сектора, кто занимается непосредственно крупнорогатым скотом. Это тоже подстегнуло к тому, что стоимость мяса увеличилась, понимаете, в этом отношении. Теперь касательно посредников. Посредников не так уж много, честно говоря. Контрафактная продукция, она присутствует, но не по воле самого бизнеса, это по воле... А когда, я, извините вас, перебью, уточняющий вопрос. Вот как определить, продуктивный он посредник или нет? Понятно, что если, опять же, мясо взять, кто-то просто скот выращивает, маленький фермер, он не хочет возиться с тем, чтобы, например, организовать транспортировку, там, забой и так далее. Он отдаст кому-нибудь по какой-то приемлемой цене и все. Вот он продуктивному посреднику отдал. А дальше уже, как это выловить этих всех остальных, там, перекупщиков ли, оптовиков, там, я не знаю, толкачей, помогаек, вот это же, как правительство не справится? Дистрибуция, она существует везде. Такая, то, что Да-да-да. сами налогоплательщики, то есть сельхозтоваропроизводители, этим заниматься не хотят, либо не могут. Почему? Потому что с нового года, текущего года, с начала 1 января текущего года, была принята новая форма отчетности, налоговой отчетности, 493-я форма отчетности, которую сдают у нас экспедиторы и перевозчики. То есть это для сельхозтоваропроизводителя это накладно. Если он перевозит мясо, он обязан эту форму отчетности сдавать. Она очень громоздкая. То есть, соответственно, по неволе само государство уже дало, подстегнуло к тому, чтобы уже эти посредники сами появились, понимаете? То есть, несмотря на то, что у нас есть форма электронная счет-фактура, где отражается там наименование товара и так далее, еще одну форму придумали, для чего непонятно. Мы сейчас как раз этот вопрос тоже активно муссируем, поднимаем, говорим то, что мы против этого на самом деле, то есть создает административный барьер для бизнеса. Коллеги, под конец у меня вопрос. Сколько вклад в инфляцию? У нас инфляция 11%. Сколько этой проблемы, которую мы сейчас обсуждаем? В прошлом году вклад в инфляцию именно продовольственных товаров был в районе 13%. 13? Да. Получается полностью, что ли? Практически, да. По большей части именно инфляция растет во многом из-за роста цен на продовольственные товары. Вот так. И касательно вашего предыдущего вопроса по поводу продуктивных, непродуктивных посредников, мы, например, я согласен, с тем, что мелкие производители сельхозпродукции должны зарабатывать. Все должны жить, они должны, это большой труд. Конечно, это труд, огромный труд. Но административное регулирование, я абсолютно согласен с предыдущим спикером, приводит к тому, что мелкие производители практически не могут продавать в белую. И у нас была инициатива, чтобы мелкие производители могли крупным налогоплательщикам продавать товар без сопроводительных документов и без прочего, без уплаты налогов, но за это всю административную работу берет на себя крупный налогоплательщик и платит налоги для того. Посмотрим, к чему придет правительство. С удовольствием приглашаем Министерство торговли сюда. Мы сегодня даже пытались пригласить, но, к сожалению, что-то у них времени не нашлось у специалистов. Министерство большое, приходите, расскажите, как вы будете бороться с посредниками. Нам нужны нормальные цены, адекватные. Никто не говорит, что там фермер не должен зарабатывать или тот, кто продает на базаре. Естественно, у каждого своя маржа. Но давайте, как премьер сказал, сделаем все нормально. Порядок наведем. Спасибо за внимание и до свидания.